Принтер для печати шрифтом Брайля и устройство распознавания взгляда вместо привычной компьютерной мышки. Первый в Коми-центре по обучению людей с ограниченными возможностями начал свою работу в Сыктывкарском политехническом техникуме. Александра Головина передает с открытия. Вы, получается, пальцами, да? Все верно. Пальцами ощущаете. А когда заканчивается... Каждую букву или как? Да, все верно. Каждую букву, каждый символ. Каждый символ. И, получается, так быстро считываете слова и предложения, да? Считывать это, то есть, зависит от скорости, потому что стаж вот этого чтения, то есть у меня где-то 11 лет стажу использования вот этого брайлевского шрифта. Дисплей для распознавания тактильного шрифта Александр Изюров освоил практически сразу. Студент третьего курса уже в следующем году получит диплом наладчика аппаратного и программного обеспечения. Такие ноу-хау жизнь слабовидящим облегчают существенно, ведь все учебные материалы теперь доступны. Самая важная часть, содержащая практически все основные устройства. Что происходит? Осознается текст и воспроизводится голосовым сообщением. Сыктывкарский политех обучает рабочим профессиям ребят с инвалидностью уже давно, с 1997 года. За это время техника, конечно, сильно шагнула вперед, чего стоит только эта машина. Вместо компьютерной мыши устройство распознавания глаз, а вместо привычных нам щелчков – нажатие на педаль. Все студенты профессионального образования Республики Коми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут использовать эти ресурсы. Поэтому говорить о том, что здесь будут проходить занятия только для студентов Сыктывкарского политехнического техникума, это неправильно. Этот центр работает на всю республику. Но для того, чтобы могли сюда прийти студенты с других учебных заведений, вначале нужно обучить педагогов работе на этом оборудовании. Сегодня в Коми около 200 человек с ограничениями по здоровью обучаются новым специальностям. И для каждого из них ресурсный центр может стать площадкой для получения новых знаний. Кроме того, база закреплена и за Ненецким округом. Это требование федерального министерства, так что в ближайшее время здесь ждут гостей из соседнего региона. Само оборудование, оно уникальное, оно дорогостоящее, приобретено на средства федерального гранта. Сыктывкарский политехнический техникум подавал заявку, ее поддержали, это здорово. И вот оборудование куплено на сумму почти 5,5 миллионов рублей. Конечно, важно и стены, то есть чтобы были комфортные, безопасные условия для наших студентов. Поэтому из республиканского бюджета было выделено 6,6 миллионов рублей на все ремонтные процедуры. Все лето здесь кипела работа, и вот как раз в начале нового учебного года центр открыл свои двери, новые кабинеты, новые мастерские. Поработать, а затем отдохнуть. Еще одно новшество здесь – сенсорная комната, приглушенный свет, приятная музыка, мягкие пуфы. Зона для релакса рассчитана как на студентов, так и на педагогов. Ведь им тоже нужна перезагрузка. По словам психологов, именно они чаще всего сталкиваются с профессиональным выгоранием. Александра Головина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.